Лисичка Луми и светлячковая тропка. Волшебная история о мужестве и свете. В самом сердце древнего леса, где листья шептали тайны ветру, а цветы раскрывались под светом, жила маленькая лисичка Луми. Она была самой любопытной среди своих друзей, но вот что было странно, она до ужаса боялась темноты. Каждый вечер, как только солнце пряталось за холмами, Луми ныряла в свою уютную нору и не высовывала нос до самого рассвета. Она вздрагивала от каждого шороха, а тени от ветвей казались ей чудовищами. Она боялась даже тени от своего хвоста. Однажды старый барсук Торг, самый мудрый житель леса, заметил, как Луми пряталась в своей норе. Он вздохнул и подошел ближе. Его глаза блестели, как звезды, а голос был мягким, словно шорох листвы. «Луми, ты знаешь, что вчера ночью был звездопад?» — спросил он. «Звездопад?» Луми высунула нос, моргнув. Ее уши опустились, будто она сама виновата в том, что пропустила это чудо. «Да, а ты его пропустила. Все из-за страха темноты». Торг замолчал, но в его голосе не было упрека, только печаль. Луми грустно опустила уши. Она и не думала, что ее страх лишает ее чудес. «Почему я такая трусливая?» — подумала она. «Но есть способ научиться видеть в темноте», — продолжил Торг. «Пройди по светлячковой тропе». Луми замерла. Она слышала о ней. Это была магическая дорожка, которая появлялась только в самую темную ночь. Те, кто ее проходил, узнавали тайну ночи и больше не боялись. Наступил вечер. Луми глубоко вдохнула и вышла из норы. Ее шерсть стала дыбом от страха, но она все равно сделала шаг вперед. И вдруг вокруг нее вспыхнули крошечные золотые огоньки. Светлячки кружились вокруг, освещая тропу перед ней. «Какие красивые!» — подумала Луми, чувствуя, как внутри становится теплее. Их огоньки пульсировали в такт ее сердцебиению, словно напевали: «Не бойся, мы рядом!» Но как только она дошла до середины тропы, поднялся сильный ветер. Ветер завыл, и светлячки погасли. Луми осталась одна в темноте. Она вжалась в землю, ее хвост дрожал. «Я не справлюсь», — прошептала она. Но тут вспомнила слова Торга. «Свет всегда есть. Нужно только уметь его видеть». Луми закрыла глаза, сосредоточилась и вдруг услышала шепот леса, мягкий, успокаивающий. Она почувствовала, как ее усы касаются прохладных листьев, а лапы ощущают тепло земли. «Темнота — это не пустота. В ней тоже есть жизнь», — прошептала она себе. Луми глубоко вдохнула, подняла голову и заметила крошечные искорки вдалеке. Светлячки снова зажглись, теперь ярче, чем прежде. Она шагнула вперед. Потом еще, и вскоре тропа вывела ее к озеру лунного света. Вода мерцала, отражая бесконечные звезды. И тут Луми поняла: темнота не страшна, если ты знаешь, где искать свет. С той ночи Луми больше не боялась. Она знала, во мраке всегда можно найти свет. Нужно только смотреть внимательно. И теперь она оставляла светлячков у нор своих друзей, чтобы они тоже знали: темнота не враг. Продолжение следует.